Этнический термин «дзурдзуки» представляется одним из наиболее древних ингушских этнонимов. Данное этническое наименование упоминается в различных письменных источниках и исторических картах. Слово «дзурдзуки» позиционируется как обозначение предков ингушей, исходя из определения локального месторасположения обитания дзурдзуков, а также руководствуясь различными хронологическими, этимологическими, антропологическими и прочими особенностями. Этническое обозначение дзурдзуки в военно-политической хронологии Кавказа имеет немаловажное влияние и зафиксировано в древних и средневековых грузинских, арабских, армянских исторических источниках. Наибольшее внимание представляет составленный в XI веке грузинским летописцем Леонтием Мравеле свод грузинских летописей под названием «Картлис Цховрейба». Согласно легенде, описанной в данной хронике, Дзурдзук, далекий предок ингушей, был сыном Тирета и внуком легендарного Кавказаса, считающегося прародителем ингушского народа. Далее, в предании рассказывается, что Дзурдзук расположился в горной теснине и назвал это место своим именем Дзурдзукити. Между потомками Дзурдзука и грузинами происходило множество межэтнических связей. Основатель первой грузинской династии Фарнаваз был женат на женщине из племени Дзурдзуков. У них родился сын Саурмак, который стал править грузинским царством после своего отца. В грузинском сборнике летописей «Картлис Цховрейба» описаны различные эпизоды участия дзурдзуков в военных походах и сражениях на протяжении многих столетий, в частности, против бушевавших в то время на территории Кавказа хазар. Саурмак, второй царь Грузии и сын Фарнаваза, содействовал росту численности дурдзуков, потомков Кавказа. В пору погромов и пленения, производимых хазарами, население Дурдзукети осталось невредимым благодаря укреплению страны, и Дурдзукети не умещало возросшего населения. Мириан, царь Грузии Мириан III, живший в III-IV веках нашей эры, непрерывно воевал с хазарами. Когда бывало отступали от Мириана леки и призывали хазар к себе на помощь, то встречал их Мириан в Эрете или Мавакане, и там вступал с ними в сражение, а когда дзурдзуки и дидайцы выходили вместе с хазарами, и тогда сражался он с ними. И ни разу не смогли одолеть Мириана хазары, он всегда одерживал над ними верх. В труде под названием «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа», изданном Академией наук СССР в 1973 году, присутствуют подробные сведения про упоминание термина «дзурдзук» в различных летописях. Дзурдзуки грузинских летописей – термин, хронологически предшествующий этнониму кисти, кистины. Самое раннее упоминание имени Дурдзуки относится к первой половине IX века. Оно содержится в сочинении арабского писателя Ибн Факиха, который сообщает о строительстве Хасровом Ануширваном, VI век, в Дзурдзуке и 12 ворот и каменных укреплений. К XI веку относятся упоминания дурдзуков другим арабским авторам. Баладзори, якут, закончивший свой географический словарь в 1227 году, в котором им были использованы сведения из более ранних трудов, например, IX век, в рассказе об Ануширване повторяет эти же сведения. Он, то есть Ануширван, построил также Дурдзукию с 12 воротами, и на каждом из них каменный замок. В XI веке народ Дурдзук впервые фиксируется в трудах грузинских историков Леонтия Мравели и Джуаншера, а позднее – в хронике в начале XIII века. Грузинский царевич Вахушти Багратиони. Историк и географ первой половины XVIII века. На основе его сборника сведений, составленном в 1745 году, была издана книга «География Грузии». Вахушти в своем труде, описывая страну ингушей, подразделяет ее на 3 группы, исходя в основном из месторасположений ущелий и долин, а именно Дзурдзуки, Кистете и Глигве. Также автор добавляет, что эти 3 перечисленные ущелья имеют обобщенное название – Дзурдзукетия, являющиеся ее составной частью.
Возвращаясь к этнографическому сборнику под названием «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа», предоставляется возможность выяснить примерное расположение местностей, указанных в книге «География Грузии». Вахушти называет Дурдзукити в числе других областей, связываемых им с территорией современной Ингушетии, Кистети, Джариехи, Глигвети. Выше Кистети. Пишет он. Находятся Дзурзуки с постройками, селениями и башнями. Если Кистетия помещалась им в среднем течении реки Армхи, то Дзурзуки, находившиеся по сведениям того же автора, выше, то есть южнее Кистетии, могла занимать верховье той же Армхи, а также ущелье Ахкарохи, правого притока Терека, находящегося еще южнее Армхи. Таким образом, в грузинской литературе XVIII века этническое содержание имени Дзурдзуки по сравнению с источниками XI века несколько изменилось. Если в XI веке дурзуками именовали вайнахов в целом, то в XVIII столетии этим именем называли лишь часть народа, а именно его западные группы. Помимо публикаций научных трудов, Вахушти Багратиони также занимался разработкой географических карт. В 1745 году в Санкт-Петербурге была издана карта Кавказа, составленная вышеуказанным автором. На этой карте в местности расположения страны ингушей присутствуют те самые три этнических названия, указанных в книге «География Грузии», а именно Кисты, Дзурдзуки и Глигве. Причем, как нам уже удалось выяснить, эти три области входили в страну, именуемую обобщенным названием Дзурдзукетия. На северо-востоке от Дзурдзукетии отдельно отмечены чечаны, или же чеченцы, которые, по-видимому, относились к Дагестану. Что является вполне вероятным, поскольку в 1728 году немецкий географ и этнограф Иоганн Густав Гербер причисляет чеченцев к дагестанским обществам. Во многих европейских картах периода позднего Средневековья для идентификации страны дзурдзуков, ингушей, используется обозначение Зуирия. Карта Тартарии 1570 года, составленная нидерландским картографом Абрахамом Артелия. Тартарией в средневековую эпоху и до XIX века именовалась огромная территория, охватывавшая обширные земли от Каспия вплоть до Тихого океана и до границ Китая и Индии. На данной карте к северу от Грузии обозначена страна дзурдзуков – Зуирия. Зуирия отображена на карте Османской империи, охватывающая также территории Юга Европы, Севера Африки, Аравийского полуострова, Персии и Кавказа. Издана в Париже в 1686 году. Французская карта Кавказа, опубликованная в 1676 году. Примечательно, что на данной карте Дзурдзуки и Чечня показаны отдельными областями. Это обстоятельство может послужить дополнительным аргументом в пользу того, что Чечня не относилась к стране дзурдзуков, как и в случае с уже рассмотренной нами ранее картой Кавказа, составленной в Вахушти Багратиони. Представленная перед вами карта датируется 1653 годом. Карта, на которой изображена Грузия, Армения и Кумань, составленная английским картографом Робертом Морденом в 1693 году. В книге под названием «Сборник материалов для описания местности и племен Кавказа», выпуск 22, изданный в Тифлисе в 1897 году, приводится следующее тезисное утверждение приват-доцента истории Востока и этнографии Киевского университета Алексея Грена. Обыкновенно полагают, что дзурдзуки грузинской летописи и есть чеченцы, но все это бездоказательно.
Во французском издании книги немецкого путешественника и востоковеда Юлиус фон Клапраота «Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807-1808 годах», изданное в Париже в 1823 году, содержится следующая информация. Действительно, с давних времен высокогорная страна, омываемая рекой Кумбалей и где живут ингуши, называлась грузинами Дзурдзукити, именем или страной Дзурдзукаса. Вашему вниманию представлен научный труд под названием «Исследование средневековой грузинской историографии», изданный в 2003 году при Католическом университете штата Вашингтон, США. В нем приводится заключение американского историка армянского происхождения Роберта Хьюфсена, поясняющее, что дзурдзуки, идентифицирующиеся в средневековых армянских письменных источниках как Дурцк, являются предками ингушей. Из дзурдзуков, живущих к северу от Дарьяльского ущелья, профессор Хьюфсен идентифицирует их дзурдзуками, или же Дурцк по-армянски, как предков ингушей.